Многолюдно и весело. Такую картину жители многоэтажек на Фучика не видели давно. Дети на спортплощадках, взрослые стягиваются на концерт. Так открывается обновленный бульвар. За 2 месяца из проекта прошлого века, ставший современным пространством. Удивительно просто. Просто вот сердце, знаете, душа переполняется. Такая красота. Вот как будто идешь по парку Горького. Красиво, есть где погулять и детям, детские площадки, это самое это. Здесь очень много народу ходит, это самое, детей школы рядом 2. Прекрасно стало у нас. Между спортивными площадками и центральным амфитеатром здесь, наверное, самый домашний уголок бульвара. Лавки сделаны так, что больше похожи на диваны. Так и хочется взять в руки книгу и включить торшер. Бульвар создавали вместе с горожанами. Каждый смог сказать архитекторам, где и что он хочет видеть. Какие светильники, дорожки, рисунки или лавки. У нас опрос делали в садике. Мы тоже отмечали, листовки раздавали. Ну, свои желания отмечали там, где вход, где что еще. Желтый цвет, как основной, это тоже пожелание школьников, потому что там один школьник написал большое сочинение, почему желтый цвет, самый главный цвет на этой земле. Самым сложным, по словам авторов, было сменить электро- и теплосети, водопровод и газовые коммуникации. Работы закончили перед самой реконструкцией. Примерно первое место. Уже на России. На России, да. Мы вот с Алексеем Валерьевичем сейчас говорим и мечтать не могли, что до Азина дойдет и благоустройство, и программа президента парков и скверов. Художники, архитекторы и строители поменяли 700 метров пространства вдоль высоток. На все работы ушло 2 месяца и 103 миллиона рублей. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.